К сожалению, все хорошее очень быстро забывается, и такое чувствуется не только в России, но и во всем мире. То бишь, человек устроен так, что сделай что-то доброе, он запомнит это на некоторое время, но сделай что-то плохое, даже незначительно большое, то это запомнится на всю жизнь, и в любом удобном случае тебе будут напоминать об этом. Этот замечательный видеоролик специально подготовлен для тех, чьи дедушки участвовали во Второй мировой войне, которые помогали своим соплеменникам, помогали Советскому Союзу, помогали русскому народу, который должен помнить, что есть еще другие нации, и что дедушки, русские дедушки и дедушки из стран СНГ, другой национальности, бок о бок бились против врага. Это история о дедушке, который прошел всю войну. Но враг оказался не на войне, а совершенно близко. Врагом оказался собственный сын. Грубо говоря, даже врагу не пожелаешь такого. Ветеран войны, кавалер 3 орденов Красной Звезды Григорий Гаврилович, чье имя вошло в историю, оказался ненужным своим собственным детям. Очень приятно, что задевают такие темы. Это в знак победы. Цветочки. Сегодня в нашей студии Григорий Гаврилович Чалов. Здравствуйте, Григорий Гаврилович. Расскажите, пожалуйста, а как так получилось, что вы остались на улице? Ну, в 91 году случилось самое большое тоже несчастье, когда распался Советский Союз. И русскоязычное население с Киргизии стало уезжать. Но я подумал, что я родился в Киргизии, где отдал всю свою жизнь работе. И у меня был сын, который работал на автосборочном заводе, когда город Фрунзе был. И вот в 92 году я переехал во Фрунзе и по объявлению познакомился с Леонтьевой Антониной Ивановной. Сколько у вас сил? А у меня была машина. Давайте посмотрим, как вы об этом говорили нашим корреспондентам. Внимательно смотрим. Я познакомился с одной женщиной. Так мы с ней прожили 17 лет. А перед самой смертью, за 7 дней, она сделала завещание на дом сыну, который живет в России. После похорон мне стало... То есть сын живет еще в России, да еще такой жмот, что хочет отжать квартиру в Киргизии. Когда я вышел, то пришел, на воротах был заменен замок, во дворе была собака спущена. Оказывается, пасынок дом сдал в аренду на 3 года и уехал в Россию. Так я остался без ничего на улице. Но я решил пойти к сыну. Сын у меня невменяемый алкоголик. Он может меня часами обзывать: козел вонючий, падла вонючая. А дошло до того, что они меня отказали кушать, стирать, даже в ванной, где для них я стал заразный. Ну, чтобы, как говорится, спасаться от холода, я днями ездил на троллейбусах, автобусах, а ночью ночевал на вокзалах. Что я не раз смерти видел в глаза, и были же такие бои, когда жизнь висела на волоске. А сын мне сделал еще страшнее, когда сын выгнал отца из квартиры. Это еще, как говорится,
страшнее фашистов. Представляете? Это просто... У меня даже слов Григорий нету Гаврилович, толком а сейчас-то вы где живете? растолковать Значит, вам. тогда было такое критическое положение, я без исходного не знал, что делать. Решил обратиться к главе Свердловской райадминистрации. Я принес ему туда письмо, я отдал в секретариат, а письмо мое попало Мурадилову Кубату. А он в то время работал юристом там. Ага. Попал туда к нему. Вы внимательно слушайте его слова, то бишь ему хотят дать квартиру русскому, да, в Киргизии, а вот вы подумайте, дали бы в России киргизу квартиру, ветерану? Я думаю, нет. В Киргизии квартиру ветерану. Ну-ка давайте вспомним, где дают квартиру ветерану. А если дают на бумажке или по факту? Кубат, ну вот как это произошло? Скажите, пожалуйста. Вам по должностным обязанностям приносят какую-то бумагу очередную. Вы смотрите, негде жить человеку. И вы говорите ему, пойдем жить ко мне? Нет, вначале как-то не так было. Проблема была, что у него документов не было. Ветерану войны положено однокомнатная И квартира. этот киргиз, сам военный, приютил дедушку. Человек советской закалки же, он нигде, оказывается, на учет не становится, как ветеран войны. И он же жил где-то. А ему, оказывается, нигде не платят, нет на учете. И что делать? Прихожу домой и говорю семье, рассказываю, что ему ничего не положено, как бы. Ну и пойдет опять по улицам. Тут меня супруга выручила, говорит, давай оставим его. Ну и оставили. Живет сам. Вот она, семья, как там называют их, хачики, чурки или как там. Приютила дедушку русского. Дед, конечно, с нами, без него мы не садимся. Мы относимся как к своему родному. То, что он говорит, мы выполняем. И то, что мы просим, он тоже выполняет. А что он выполняет? Вовремя пить лекарства, вовремя там что-то вроде, чтобы ему не было неудобства. А так он наш свой. Он даже с моими внуками играет. И даже ругает, почему они не приходят. Такого ощущения между нами нет. О том, что он кто-то другой. Нет, он наш. Он уже стал наш. Конечно, больше за мной Айдина ухаживает, подметает, там это, стирает мне, уборку делает. А Джалал – это как обеспечитель лекарства, меня все время привозит. Вот. Повезет куда меня, если куда надо меня. Жақсы рыдает. За праздник Салом он иногда может фронтовые песни спеть. Не только фронтовые, такие может песни спеть. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Молодец. Жақшым ирдадым бы. Киргизский знает еще немного. Что я хорошо спел. Жақшы – это хорошо. Ирдадым бы спел. Я желаю, чтобы мы не расстались. Ну, конечно. Вот. А как это сделать, не знаю. Если есть недруги такие, они не дождутся этого. Очень приятное видео. Очень ценю ваш вклад в эту историю, но вы прям честно признались, что вы позвонили жене, и она сказала, пусть приходит и остается. Давайте вашу жену в эту Не каждый, напоминаю. Приведите примеры, пожалуйста. Может сделать такое доброе дело, поступок, который достоин похвалы. Старый человек, не мешает он вам? Нет, Нет? Хороший? Жақсы, аябай, бізге аябай атабыз. Переводите. Все хорошо, он нам как отец. Вот так вот. Обычный русский ветеран стал родным для киргизской семьи, для которой не важно, что он русский, не важно, что он чужестранец, не важно, что Советского Союза уже давно не существует.
Но человеческая любовь и уважение, я думаю, никогда не умрут, если они правильно воспитаны и впитаны с молоком матери. Друзья, будьте добры друг к другу. Уважайте своих соседей, уважайте другие национальности, уважайте веру, культуру. Даже если некоторые порочат и позорят, так сказать, свою нацию. Не надо из-за одного человека обвинять всех. Подписывайтесь на канал и смотрите самые правдивые видеоролики на канале Гусейнов ТВ. До встречи!